рабочей группы. Я только могу подчеркнуть, что Максим Ильясовна сказала, что это, конечно, очень важный момент, что мы не только фокусируем на представлении каких-то краткосрочных курсов, но это, конечно, должен делать на базе хорошо развитой системы неформального образования в целом. Это, конечно, значит, что мы должны сотрудничать очень тесно с разными сторонами. С одной стороны, как вы уже сказали правильно, это, конечно, государственный структур, это, конечно, частный сектор, это бизнес-ассоциации, это тоже другие ассоциации, которые занимаются особенно поддержкой трудоустройства, например, молодежи. И в том числе, конечно, тоже наши партнеры, как ГИТ и другие, которые тоже поддерживают в целом этот сектор профессионального образования. Мне особенно важно, что мы хотим в рамках нашего проекта хотим и будем поддержать особенно сотрудничество между формального и неформальным сектором образования. Это важный момент, потому что мы понимаем, что, конечно, сейчас инфраструктура или экосистема, можно сказать, неформального образования не так уже хорошо развита, как и может быть и должно быть. Поэтому это тоже понятно, что при представлении таких краткосрочных курсов большую роль тоже играет формальные провайдеров краткосрочных или курсов повышения квалификации. Я думаю, что в рамках сегодняшнего дня мы будем обсуждать особенно такие же моменты, которые тоже были в фокусе в рамках нашего национального форума. Но тогда во время я хочу еще передать слово Вячеславу Максимилиану. Спасибо. Ну, коллеги, прежде чем мы начнем нашу работу, у нас есть новые участники наших встреч. Я предлагаю еще раз так по кругу познакомиться, чтобы мы знали, кто сегодня совместно будет с нами работать. Ну, наверное, вот так будем. Гульнара Рахматуллаева, представляю проект GIZ «Профессиональное образование в Центральной Азии», то есть региональный проект, и являюсь руководителем компонента этого проекта. Доброе утро, уважаемые участники сегодняшнего заседания. Гульнура Мамырова, Министерство образования и науки Кыргызской Республики, начальник управления начального профессионального образования. Саламатсыздарбы. Добрым утром. Садат Гульмухамбетова, Министерство труда и социального обеспечения и иммиграции Кыргызской Республики, Управление содействия занятости. Ведущий специалист. Здравствуйте. Бишкекское городское управление по содействию занятости при Минтруда. Анарбаева Дина. Добрый день. Надежда Романенко, страновой директор DV International в Кыргызстане. Доброе утро всем. Гульжума Уркунбаева, Кыргызская ассоциация образования взрослых. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Малик Казачнара, бизнес-ассоциация ДЖИЯ, председатель комитета по консалтингу. Доброе утро всем. Махаббат Джакеева, исполнительный директор Фонда развития предпринимательства среди женщин «Ристартс». Доброе утро. Директор Бишкекского колледжа архитектуры и менеджмента в строительстве. Доброе утро всем. Меня зовут Ильзияр. Проект ЧБИР, частный сектор. Всем доброго дня. Инабат Латипова, консультант, ментор и тренер программы по женскому предпринимательству и провайдер обучения в рамках проекта ЧБИР. Доброе утро. Дамира Итакеева, директор компании The Fashion Consulting, доцент кафедры ХПИ КГТУ теперь уже и тренер по швейному мастерству проекта ЧБИР. Всем доброе утро. Меня зовут Адель Манкулова, Институт развития молодежи. Доброе утро. Нурбек Сапаров, Кыргызская ассоциация туроператоров. Добрый день. Майрам Садыкбаева, тоже представляю Кыргызскую ассоциацию туроператоров. Доброе утро, уважаемые коллеги. Центр инновационных технологий и образования. Улан Айдаров. Доброе утро. Чулпон Карагулкузы. Общественный фонд ЦИТО, Центр инновационных технологий и образования. Спасибо. Здравствуйте. Бирюкова Виктория. Союз людей с инвалидностью равенства. Замещаю коллежанку свою. С вами была Нуриля. Добрый день. Халмудова Рамушев, Фонд развития навыков. Здравствуйте, Алтынай Молдоева, проект ЧБИР, швейцарский проект ЧБИР, развитие навыков.
Да, коллеги, я думаю, что у нас есть, с одной стороны, достаточно времени, чтобы вот обсуждать более подробно вот сегодняшнего аспекты повестки дня. Но позвольте мне еще особенно приветствовать представителей Фонда развития навыков. Мы очень рады, что вот эта структура тоже продолжается работать. И я думаю, что было бы здорово, если в рамках нашего сегодняшнего создания тоже была возможность, что вы можете рассказать несколько слов, как вы видите сейчас продолжение вот работы, особенно в развитии Фонда развития навыков и возможность сотрудничать с нашим проектом. Коллеги, я хочу вот начинать особенно с пункта презентации и обсуждения вот результатов первого национального форума.